Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Единственная больница вблизи украинского города Дебальцево, переполненная ранеными. Конгресс США рассмотрит глобальную версию закона Магнитского. Год после Олимпиады в Сочи. Жители жалуются на беззаконие и произвол со стороны местных властей. Как обычно, начинаем с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Пока политики пытаются договориться, пока руководство непризнанных ДНР и ЛНР выдвигает ультиматумы Киеву, на Донбассе продолжаются бои. Мирное население под перекрестным огнем. Ситуация у Дебальцево сложная. Город украинская армия контролирует с июля. Сейчас контроль ослаблен. Когда силы непризнанной ДНР пошли в наступление, у Дебальцева образовался так называемый язык. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, это узкая полоса земли с 3 сторон, окруженная боевиками. Территория украинской армии, как вы видите, обозначена желтым цветом, ДНР – серым. Дорога до ближайшего крупного населенного пункта украинских военных Артемовска пока свободна, но она постоянно обстреливается, сообщают наши корреспонденты. Город Дебальцево постоянно обстреливают. Каждый день новые разрушения и погибшие. В Дебальцево больше недели нет света, воды и телефонной связи. Продуктовые магазины закрыты. Не только из-за обстрелов, но и потому, что все продукты уже раскупили, а свежие не завозят. День и ночь. Бах, 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 бах. Мы что, воюем? Мирные жители, здесь никого не Каждый день кто-то гибнет. Каждый день. И ни один человек Да. не гибнет. Сегодня вот несколько семей погибло. Да. Дома горят. Местные жители, которые не смогли уехать, живут в подвалах и разбитых квартирах, где температура не поднимается выше 4 градусов. Люди топят снег, чтобы получить воду. Под звуки артиллерийской дуэли пилят на дрова деревья, поваленные взрывами. Сколько жителей осталось в Дебальцево, никто не знает. Многие покинули свои дома. Выезжать из обстреливаемого города им помогали волонтеры из Харькова и Краматорска, а также сотрудники МЧС. Но у жителей поселка Чернухино, который находится на несколько километров ближе к линии фронта, такой возможности не было. Единственный, кто помогает людям уехать из Чернухина, местный житель Вадим Викторовский. Последние 2 дня он вывозит людей из обстреливаемого поселка на трассу. Все сидели по домам, все сидели, думали, что чуть прекратится. А бои начались ожесточенно уже 2-ю неделю. Все, бои начались, выезда нет. Ни магазины закрыты. Не плачьте, мама сейчас приедет. Не везут. Так, спокойно. Тихонько. Ну чего ты, мальчик, и плачешь? А ну перестань плакать. Витя, его брат и сестра отказываются ехать дальше, пока Вадим не заберет из Чернухина их маму, несмотря на то, что стреляют уже совсем близко. Единственная больница в районе активных боевых действий за Дебальцево в соседнем городе Артемовск. Наш корреспондент Зинаида Бурская передает, больница превратилась в бесконечный круглосуточный конвейер больных и раненых. Давай поможем. Давай. Головою, не ногами не лети туда. По всей линии фронта в районе Дебальцево продолжаются бои. В больницу города Артемовска каждый день привозят десятки раненых и убитых, и военных, и гражданских. Больница в Артемовске – единственная оставшаяся в районе. Больницы в Попасной, Дебальцево и Светлодарске разбиты. Это бесконечный круглосуточный конвейер. Раненых привозят обычные скорые, привозит первая медицинская рота имени Пирогова Нацгвардии Украины, привозят волонтеры. За последние дни только медрота вывезла из зоны боев более 200 пострадавших. Сидим в блиндаже на взводном опорном пункте недалеко от Дебальцева. Последние 2 недели это место тоже постоянно обстреливается. В районе Дебальцева мы держим оборону. Силами взводных опорных пунктов вокруг Дебальцева. Держим оборону. В Углегорск взять сейчас? За Углегорск идут бои. То есть нельзя сказать, что он полностью наш, нельзя сказать, что он полностью их. Чем стреляют? Стреляют минометами, градами, ствольной артиллерией постоянно бьет. Очень много у них танков, не знаю, откуда они появились, но это, скорее всего, российские танки, потому что у нас на вооружении таких танков нет. И так каждый день. В сторону фронта едут колонны техники, грузовики со снарядами и бензовозы. Обратно скорые с ранеными и местные жители, которые пытаются спастись от обстрелов. В то, что бои скоро закончатся, не верят ни военные, ни гражданские. Зинаида Бурская, специально для настоящего времени. Всю предыдущую неделю мы начинали наши эфиры с репортажей корреспондента программы «Настоящее время» на Донбассе Шахиды Якуб. Накануне Шахида вернулась в Прагу. Мы встретились до эфира, и вот фрагмент нашей беседы.
Как человек, проживший 4 года в Украине, могу сказать, что до войны государственное управление в стране не отличалось прозрачностью и системностью. Вот ты вернулся с командировки. Как живут в зоне АТО люди сейчас? Есть ли централизованное оповещение, эвакуация, какие-то выплаты из Киева? Ты знаешь, у меня было такое ощущение, что люди живут в пространстве, где они никому не нужны, они об них все забыли. И ни о каком централизованном обеспечении, эвакуации вообще речи нет. Мне кажется, никому даже в голову не приходит, что такое возможно. В том же городе Авдеевка, который находится под обстрелом постоянно, там не осталось ни одного живого здания. Там все окна повыбиты, куда ни пойди. В некоторых жилых домах, кварталах, это микрорайоны имеется в виду, просто вышиблены целые этажи. Вот выражение «крышу снесло» — это то, что я на самом деле увидела в Донбассе в данный момент, в этом поселке Еленовка. Там реально просто у некоторых домов крышу сносило. Люди сами говорили, они говорят: посмотрите, мы же граждане Украины, почему про нас все забыли, почему нас все бросили. Что такое центральная эвакуация, никто даже об этом не говорит. Все надеются на каких-то индивидуальных людей, волонтеров, которые приезжают и это сделают. Послушай, линия соприкосновения между воюющими сторонами, она изменилась и углубилась, да, то есть внутрь Украины ушла. То есть появились новые покинутые дома, магазины, склады и так далее. Есть ли случаи мародерства? Пока я стояла, ждала аккредитацию в СБУ, там стояли пара, муж с женой. Они сказали, что зашла туда украинская армия и стали просто, заходили в дома, забирали все, что есть. Они приносили жалобу. При мне жалобу у них взяли. Когда я позвонила в СБУ и спросила, что вы будете делать насчет этого, они говорят: вы знаете, рассмотрение займет очень много времени, потому что сейчас идут военные действия. Были такие случаи со стороны вооруженных сил непризнанной Донецкой Народной Республики. Об этом тоже шла речь. Но, как мне сказали, вроде как это у них пресекается. К сожалению, жалобы шли... То есть ты отмечаешь уровень дисциплины в ДНР, так называемый, выше, чем в рядах украинской армии? Ну, из того, что я видела, к сожалению, скорее всего, как ты думаешь, да. Почему? Я думаю, что в вооруженных силах той стороны, я имею в виду непризнанной Донецкой Народной Республики, есть хорошие советники, и там очень жестко... Из-за рубежа? Из-за рубежа, наверное, совсем рядышком. Есть очень строго, там очень строго, потому что, например, я пьяных не видела солдат. Тех же боевиков, типа, как говорю, сепаратистов, пьяных не видел серьезно. К сожалению, на украинских блокпостах я несколько раз видела выпивших военных. И мне это очень напрягло, потому что это блокпост, есть эти люди с винтовками, и всегда не знаешь, что от них ожидать, потому что они же безнаказаны. Очередные минские переговоры провалились. Представители непризнанных ДНР и ЛНР были не в состоянии обсуждать существующие предложения и призвали к пересмотру Минских соглашений, сообщает ОБСЕ. Представитель Украины на переговорах Леонид Кучма заявил, консультации были сорваны из-за неявки подписантов Минского протокола Захарченко и Плотницкого, а также ультиматума их представителей прекратить огонь в одностороннем порядке, зафиксировать в документах нынешнюю линию соприкосновения. Глава же так называемой ДНР Захарченко отказывается ехать на переговоры в Минск, пока Украину представляет, по его словам, частное лицо Кучма. На самом же деле Леонид Кучма является экс-президентом Украины и был наделен полномочиями официально президентом страны Петром Порошенко. Другие темы. Украина вспоминает жертв атаки на Мариуполь. Коллеги, подробнее. Сейчас люди, которые жили в одной стране, воюют друг с другом. Более 200 жителей Мариуполя собрались на театральной площади города почтить память погибших во время обстрела микрорайона Восточный 24 января. В результате атаки, ответственность за которую украинские военные и сепаратисты возлагают друг на друга, погибли 30 человек. Но мы не могли пройти также мимо этой даты памятной, 9 дней с момента смерти этих людей. И решили организовать это мероприятие, чтобы показать, что мы чтим эти жертвы. Мы хотим жить в украинском Мариуполе. Участники мероприятия выложили на площади свечками слово «Мариуполь» и обвязали рядом стоящие деревья колокольчиками, которые, по словам организаторов, будут напоминать о потере. Восстанавливать попавший под обстрел микрорайон, как утверждает мэр города, будут в ускоренном режиме. Практически со всех городов Украины к нам идет помощь. Более 20 машин с грузами, строительными материалами. И мы сейчас делаем все, чтобы в сжатые сроки восстановить микрорайон Восточный. Жертв атаки на Мариуполь вспоминали и в Киеве. У посольства России участники столичной акции установили кресты с именами погибших.
Организаторы акции считают, что ответственность за гибель людей в Мариуполе лежит на Москве. Просто больно за Украину, больно за людей, которые погибают. Киев и НАТО обвиняют Москву в оказании военной поддержки сепаратистам. Россия отрицает свое участие в конфликте. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Официальной позицией США в отношении ситуации в Украине было экономическое давление на Россию. И вот сегодня за океаном начинают звучать и другие предложения. Наташа, ждем от вас подробностей. Да, Сергей, в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась заметка со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации о том, что Вашингтон открыт для обсуждения своей позиции по поводу предоставления Киеву оружия в связи с обострением обстановки в Восточной Украине. Командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов также поддерживает предоставление Украине летальной помощи. Этот вопрос стоит на повестке дня визита госсекретаря Джона Керри в Украину. Он планирует посетить Киев в четверг, чтобы обсудить продолжение сотрудничества и усилия по деэскалации ситуации на востоке страны. Плана встретиться с представителями сепаратистов у него нет. В ходе визита в Европу на полях Мюнхенской конференции Керри также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тема все та же – кризис в Украине. На данный момент визита в Москву не планируется, но в Госдепартаменте сообщили, что всегда готовы к диалогу и изменениям в графике дипломатических поездок. Те же темы, согласно заявлению Белого дома, будут затронуты и на встрече президента Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель в следующий понедельник в Вашингтоне. Между тем, в интервью нашему корреспонденту заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о сложностях дипломатических переговоров с Россией и сепаратистами. Понимаете, если Россия, например, начинает переговоры с того, что нас там нет, то убирается вопрос разговора с Россией. Если мы договариваемся с Россией и в конце документа подписываем, что Россия использует свое влияние на сепаратистов для того, чтобы... Ну, подождите, мы же договорились о чем-то. Как мы можем пообещать с своей стороны что-то пообещать, а со стороны России будет ответ: мы попробуем использовать свое влияние, чтобы то, что мы договорились, стало реальностью. Понимаете разницу между договоренностями сторон? Если бы мы сели и договорились, сказали: послушайте, проведите выборы законные, как у вас наш есть закон, пожалуйста, пригласите наблюдателей, чтобы они удостоверили, что выборы были правильные. Тогда эти избранные люди будут представлять Луганск и Донецк. Мы готовы сесть с ним за переговоры. А просто взять warlords и поставить их за стол переговоров невозможно. С террористами, мягко говоря, никто не разговаривает за столом. Наш корреспондент Юлия Савченко также побеседовала с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Он считает, что вина за сложившийся кризис лежит отчасти и на Европе. Мы много говорим о том, что Россия сделала плохо. На мой взгляд, мы недостаточно говорим о том, что мы сделали плохо. И я думаю, что нашей ошибкой было то, что мы игнорировали те сигналы, которые приходили из России, потому что президент Путин не скрывал свои взгляды и свое недовольство с множеством вещей. Россия изменила свою позицию насчет восточного партнерства, которая сначала была нейтральной, но потом стала откровенно негативно отрицательной. Мы не смогли на это отреагировать. Я абсолютно убежден, что программа восточного партнерства – это хорошая программа. Это не программа, которая агрессивная, которая против России или кого-нибудь. Что если мы хотим, чтобы политическая система в государствах восточного партнерства была стабилизированной, чтобы экономическая система работала на благополучие граждан этих стран, чтобы был респект к вопросам прав человека. Это же в интересах всех. Конгресс США рассмотрит глобальную версию закона Магнитского, который распространяет режим санкций на нарушителей прав человека во всем мире, а также на коррумпированных чиновников. Оригинальный закон был принят в декабре 2012 года. В 2013-м американская администрация составила список лиц, причастных к нарушениям прав человека в России или непосредственно причастных к смерти Сергея Магнитского. Юрист и аудитор фонда «Эрмитаж» скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина». Попытки расширить закон Магнитского уже делались в прошлом. Вообще, изначально две палаты Конгресса придерживались разных точек зрения. Палата представителей настаивала на санкциях лишь для российских нарушителей прав человека, тогда как сенаторы выступали за более глобальный подход.
Америка устала от войны в Ираке, но некоторые законодатели на Капитолийском холме считают, что без наземных войск борьба с экстремистской группировкой «Исламское государство» не будет эффективной. Пока в Пентагоне ограничивается военно-воздушной кампанией и планами по обучению сирийской оппозиции. А в Сирийской православной церкви Вирджинии молятся о мире. Репортаж Ануша Витисян. В храме святого Ефрема Сирийской православной церкви недалеко от американской столицы прозвучала общая молитва о христианах на Ближнем Востоке. В службе приняли участие Сирийская, Антиохийская, Эфиопская и Армянская православные церкви, а также Маронитская католическая церковь Ливана. Здесь вспоминали жертв конфликта в Сирии и в Ираке и выражали надежду, что ситуация в регионе нормализируется и сотни тысяч христиан смогут вернуться на свою историческую родину. Портреты епископов Иоанна Ибрагима и Павла Езиги в центре алтаря. Священнослужители были похищены более года назад в нескольких километрах от Алеппо, где они занимались гуманитарной деятельностью. До сих пор их судьба остается неизвестной. По словам священника Сирийской православной церкви Фади Абдулахад, это напоминает о том, что Ближний Восток остается одним из самых неспокойных регионов для христиан. Мы надеемся, что в таких больших городах, как Дамаск и Алеппо, христиане и другое мирное население все еще смогут сохранить свои дома, кварталы и храмы. Исламскому государству и другим террористическим группировкам окружить эти города не удается. Но картина меняется, когда мы смотрим на небольшие христианские деревни и поселения. Они окружены террористами. Людям сложно жить в существующих там условиях. Они либо переезжают в другие регионы внутри самой Сирии, либо становятся беженцами. Согласно данным правозащитной организации Open Doors, насильственные действия против христиан со стороны группировки «Исламское государство» и других исламских террористических организаций заставили более 70% христиан Ирака и более 40% христиан Сирии бежать из страны. До войны жизнь в Сирии была прекрасной, у нас было все, но после все изменилось, мы все время боялись за свою жизнь, невозможно было выйти на улицу. В 2003 году моя семья бежала из Ирака в Сирию, потом мы приехали в Соединенные Штаты. В Ираке мы постоянно получали угрожающие письма, что если мы не примем ислам, наша жизнь в опасности. По мнению сирийских христиан, на данный момент Западу необходимо уделять больше внимания тем меньшинствам, которые подвергаются преследованию. Недавно в Штатах обсуждался вопрос о том, принимать или нет иммигрантов из Сирии. Конечно, можно понять, что государство пытается предотвратить иммиграцию радикалов в Штаты, но ведь нельзя закрывать глаза на то, что в Сирии есть группа людей, которые очень пострадали в результате войны. Несмотря на то, что Соединенные Штаты предоставили $3 миллиарда в поддержку сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Иордании, Ливане, Турции и других соседних странах, сами Штаты стали домом лишь для 300 беженцев. Однако, как сообщают представители Госдепартамента, в ближайшем будущем ситуация может измениться. При этом некоторые христиане опасаются, что, уехав, они уже никогда не смогут вернуться домой. И пока инициативы мирового сообщества по урегулированию конфликта в Сирии остаются без существенных результатов, число людей, вынужденно покинувших свои дома, составляет 9 миллионов. Ануша Витисян для программы «Настоящее время», Вашингтон. Игры в Сочи стали проверкой на прочность не только для российской власти, но и для рядовых граждан. Тему продолжат наши коллеги в Праге. Сергей? Так и есть, Наташа. Независимая пресса много писала о судьбах простых сочинцев, для которых игры превратились в настоящее испытание. Разрушенные дома, переселение, строительство новых объектов. Мы открываем цикл сюжетов в Сочи. Есть ли жизнь после Олимпиады? Сегодня первый материал. Корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев о судьбах людей в этой большой игре. Затерянное в горах село Ахштырь известно на весь мир двумя огромными карьерами, в которых добывался гравий для строительства олимпийских объектов. Разработки горной породы в самом центре Сочинского национального парка превратили Ахштырь в линию фронта. С одной стороны местные жители, с другой государственная корпорация «Олимпстрой», чья многотонная техника штурмовала горы днем и ночью на протяжении 7 лет. За год до начала игр деревянный дом бабы Нади не выдержал натиска большегрузных самосвалов.
Ковыляя по разбитой грузовиками Ахтырской дороге, баба Надя сломала ногу. До сих пор передвигается с помощью костыля и жалуется, что добраться в город к врачу не может. В Ахтырь, как и год назад, автобус заходил лишь рано утром. Чтобы попасть в школу, детям приходится преодолевать Олимпийскую автожелезную дорогу, отрезавшую село от цивилизации. Одинокая баба Надя, которой всем миром построили этот крохотный домишко, живет в постоянном страхе. Все, видите, перекривилось все рушится. Печечка такая, я ее растоплю, тепло. Как перестала топить, железная печечка, вот зайдете, сейчас глянете. И я всю ночь не сплю, и замок у меня не закрывается. А эта собака, он на людей не гавкает, ему только играться надо. Кто-то зайдет, мало ли что. Забытый богом поселок заинтересовал сочинские власти сразу же после Олимпиады. Староста Ахтыря Александр Коропов вдруг обнаружил любопытство городского начальства к собственному наделу. Под предлогом, что дом Коропова якобы построен на землях национального парка, сочинская мэрия решила прибрать 20 соток и подсобное хозяйство к рукам. Дом мешает обеспечивать безопасность автодороги из Адлера в Красную Поляну. Мне чиновники, вот эти вот, во главе с нашей администрацией и во главе с олимстройскими вот этими чиновниками, они мне просто обманули, они мне сделали бомжом. Или у меня здесь гостиница, вы же видите, я занимаюсь здесь сельским хозяйством, больше ничем. Я еле существую здесь, можно сказать. Андрей Королев, «Настоящее время», Сочи. Смотрите далее. В московское отделение Transparency International и комитет известной правозащитницы Светланы Ганушкиной пришли с проверками. 2 НКО, Комитет гражданское содействие и антикоррупционную организацию, проверяет прокуратура Москвы, требует документы о деятельности и личные данные сотрудников, приводят слова правозащитников BBC. В Transparency сообщают, проверка проводится в связи с исполнением функций иностранного агента. Еще в ноябре в интервью нашей программе Светлана Ганушкина говорила, что правозащитников в России сегодня заставляют молчать. Правозащитное общество в России ошельмовано. Ошельмовано, но замечательным законом, который называется у нас законом об иностранных агентах. И когда хотят соединить 2 критерия – наличие иностранных денег и якобы занятие политикой, которой причисляется все, абсолютно, любое высказывание, причем высказывание, например, руководителя организации от своего личного имени. То есть получается так, что мы должны молчать, не дай бог что-то сказать, а должны заниматься какой-то очень ограниченной деятельностью, какой-то группой, которую мы взяли на себя ответственность защищать, или гуманитарными проблемами, но не должны допускать никаких высказываний. Вновь время эфира из Вашингтона. Сегодня Барак Обама представит свой проект бюджета на 2016 год. Коллеги. Да, Сергей, этот проект бюджета положит начало продолжительному обсуждению главного финансового документа, процессу, в котором четко проявятся резкие разногласия между президентом-демократом и контролируемым республиканцами Конгрессом. В последние годы федеральный дефицит США сократился более чем на 50%. Улучшение финансового состояния Америки позволило вновь обратить внимание на внутренние потребности, которым, по мнению президента Обамы, в последние годы не уделялось должного внимания. Во-первых, ориентированная на средний класс экономика означает, что мы должны помочь работающим семьям почувствовать себя более уверенно в постоянно меняющемся мире. Это означает, что нужно приложить усилия к тому, чтобы люди смогли позволить себе дошкольное воспитание детей, высшее образование, медицинское обслуживание, жилье, чтобы они могли достойно существовать, выйдя на пенсию. И прилагаемый мной бюджет решает каждую из этих проблем, снижая налоги для работающих семей и увеличивая их доходы на $1000 в год. Предлагаемый президентом проект бюджета предусматривает отмену автоматического сокращения всех без исключения статей расходов, от обороноспособности страны до борьбы с заболеваниями, такими как Эбола. Однако перспективы не особо обнадеживают. Любой дефицит, каким бы незначительным он ни был, ведет к дальнейшему увеличению 18-триллионного национального долга, на что обращают внимание законодатели-республиканцы, называющие предлагаемый президентом проект бюджета обреченным на провал. Меня беспокоит то, что бюджет будет обременен новыми налогами, новыми расходами и новыми долгами. Конечно, это путь, по которому страна не может продолжать идти. Мы продолжаем расходовать деньги, которых у нас нет.
Комитеты Конгресса подготовят свои предложения, в которых найдут свое отражение приоритеты республиканцев, ограничение внутренних расходов и предоставление налоговых льгот для дальнейшего стимулирования экономической активности. Однако их обеспокоенность относительно несбалансированности бюджета не учитывает недавнее прошлое, когда дефициты и долг резко увеличились в период правления президента-республиканца. Так считает независимый сенатор Барни Сандерс. Я рад, что некоторые из моих друзей-республиканцев выразили сильную обеспокоенность насчет нашего дефицита и нашего национального долга. Вот только я хотел бы спросить их, где они были несколько лет назад, когда мы развязали войну в Ираке и забыли заплатить за эту войну? Конституция США наделяет Конгресс правом кошелька принимать законы о налогах и расходах. Однако президент может подписать любой законопроект или наложить на него вето. А это значит, что для того, чтобы федеральное правительство продолжало функционировать после сентября, когда истечет срок действия нынешнего бюджета, две ветви государственной власти должны договориться друг с другом. Супербоул – игра за звание команды чемпиона по американскому футболу – самое популярное спортивное событие в США. Стоимость билета на стадион университета Феникса, где прошла игра, составила от 800 до 16 тысяч долларов. А размещение 30-секундного рекламного ролика во время трансляции обошлось рекламодателям в $4,5 миллиона. Подробнее Александр Григорьев. Команда New England Patriots из Бостона стала победителем Супербоула, суперкубка по американскому футболу. Патриоты одержали победу над морскими ястребами из Сиэтла, Seattle Seahawks, со счетом 28-24 в матче, проходившем в воскресенье в Аризоне. Для патриотов это уже 4-я победа в Супербоуле. В последней четверти матча патриоты отставали в счете, но их квотербеку Тому Брэди удалось дважды удачно разыграть подачу и вывести команду вперед лишь за 2 минуты до окончания основного времени. За несколько секунд до окончания матча квотербеку ястребов Расселу Уилсону удалось завести команду вглубь половины поля патриотов. Его комбинация завершилась впечатляющим 30-ярдовым приемом мяча Джермейном Кирсом. Задний бегущий ястребов Маршал Линч оказался с мячом в 1 ярде от линии тачдауна, но за этим последовал розыгрыш, в котором Уилсон попытался осуществить передачу, которую перехватил корнербэк патриотов Малькольм Батлер, что не оставило ястребам шансов на победу. Герой матча Том Брэди в 3-й раз за свою карьеру был удостоен звания самого ценного игрока. По итогу матча общая протяженность его передач составила 328 ярдов. Кроме того, ему удалось прорвать хваленую оборону ударного легиона команды из Сиэтла 4 тачдаунами. Он установил новый рекорд по общему числу тачдаунов – 13, осуществленных одним игроком в ходе матчей Супербоула. При этом предыдущий рекорд принадлежал кумиру детства Брэди Джо Монтане, включенному в зал славы Национальной футбольной лиги. При Брэди и главном тренере патриотов Билли Беличике они присоединились к группе таких звездных команд, 4-кратных победителей Супербоула, как Питтсбург Стиллерс, Сан-Франциско 49ers и Даллас Ковбойс. В свою очередь, ястребы, которые победили в прошлогоднем Супербоуле, надеялись стать первой командой, которая завоюет главный трофей американского футбола 2 раза подряд, после того, как это удалось патриотам в 2004 и 2005 годах. Особо стоит отметить выступление Кэти Перри во время перерыва. Яркое шоу с фейерверками с собой Перри, летящей на комете, впечатлило не меньше игры. Световые эффекты, пиротехническое обеспечение и само выступление были на высоте, как, впрочем, и положено самому громкому спортивному событию года в США. На протяжении уже нескольких лет телевизионная аудитория Супербоула превышает 100 миллионов человек. Сегодня в США День сурка. Наиболее известный четвероногий прорицатель погоды США со сложным именем Пунксутанью Фил из штата Пенсильвания. И сегодня его бережно вынесли на руках из норы, и он увидел свою тень. Официальный вердикт – зима будет длиться еще 6 недель. Кстати, в отличие от широко распространенного представления, сурков-прорицателей погоды на самом деле несколько, а их прогнозы постоянно противоречат друг другу, как зачастую и прогнозы их двуногих коллег-синоптиков. Точность прорицаний Фила оценивается в 40%. На этом наша программа подошла к концу. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, читайте и смотрите нас на сайте currenttime.tv. Сергей, спасибо и до завтра. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.